В Республике Коми 2012 – это год молодежи. У нас в гостях Яна Сажина, председатель Союза Коми молодежи МИ. Здравствуйте, Яна. Добрый вечер, Андрей. Год молодежи подходит к концу, и все-таки чем Коми молодежь занималась в этом году? В этом году действительно Коми молодежь произвела в конце года фурор. Как мы и запланировали, в конце 2012 года, в конец года молодежи, мы отпраздновали большим международным форумом финно-угорской молодежи «Фурор». Но в течение года, естественно, была проведена большая подготовка к этому мероприятию, и помимо этого крупного мероприятия проводилось много различных других мероприятий на площадке Центра Коми культуры, в городе, в регионах, в районах Республики Коми, которые также были приурочены к году молодежи. Скажите, молодежь как рвется к вам именно в сообщество? За последние годы тенденция все-таки улучшается, потому что молодежь заметила действительно значимость этого направления и активно включается в работу Союза Коми молодежи МИ. И хочу отметить, что в других регионах это тоже было отмечено, потому что наш Союз Коми молодежи МИ со своими членами выезжали и в другие регионы и города для того, чтобы где-то научиться, где-то показать свои способности. И, в общем-то, получили хорошую оценку. Ну, это у вас как бы в разовом, то есть раз в месяц или как вы? Нет, но это были всегда запланированные мероприятия. Вот, например, год мы начали с поездки в Мордовию на межрегиональный финно-угорский лагерь на созидание 2012. Вот именно там и родилась идея создания форума «Фурор». И вот это послужило таким большим, наверное, толчком для того, чтобы мы, финно-угорские представители молодежи, активно работали в этом году. И отдельно уже хочется отметить Коми молодежь в этом направлении, потому что они действительно выложились, наверное, более чем на 100%. А сколько подобных таких молодежных организаций в финно-угорском мире? В каждом регионе есть своя молодежная организация, но единственное, что в некоторых регионах, например, Мариэл, их несколько, и они работают по разным направлениям. Но в таких регионах, как Карелия, Мордовия, Удмуртия, Коми республика, у нас все-таки есть одно единое молодежное направление. Но как вы можете оценить активность? Кто самый активный? Я понимаю, сложно там судить. Серьезная конкуренция. Сложно судить, кто самый главный, кто самый сильный. Мы, наверное, друг у друга все-таки учимся, и это самое важное. Обмениваемся опытом, обмениваемся идеями, своими проектными какими-то задумками. Но на сегодня я бы хотела серьезно отметить высокое качество и профессионализм карельской молодежи, удмуртской молодежи, марийской молодежи. Поэтому у нас есть конкуренция. А что молодежи не хватает в финно-угорской? В принципе, все вроде бы в порядке. Не хватает, но, наверное, нам всегда хочется больше поддержки. Все-таки мы молодые, и нас еще нужно чему-то учить, где-то поправлять, где-то помогать. А поддержки кого? Наверное, все-таки поддержки государства. Это очень важно на сегодня, когда наши идеи, наши задумки и замыслы поддерживаются национальной политикой, поддерживаются всеобщим государственным каким-то комитетом и так далее. Поэтому это самое главное. Сколько лет молодежному движению? Так же, как и национальному движению в Республике Коми, тоже исполнилось в прошлом году 20 лет. 20 лет. Я так понимаю, что молодежь, многие те, которые стояли у истоков, наверное, уже переросли из ряда молодежи. Да, но они переросли уже с большим потенциалом и теперь являются членами или активистами, или руководителями национальных движений коренных. Вот поэтому мне интересно, какая перспектива все-таки для молодежи? Молодой человек приходит в вашу общественную организацию, соответственно, у него какие-то есть амбиции, и как он должен реализовать? Что вы ему обещаете или что? Во-первых, каждый человек должен понимать, что от его активности зависит его личное будущее и будущее вообще молодежи в целом, потому что у истоков Союза Коми молодежи были такие личности, как Александр Георгиевич Пивкин, который сейчас является директором национального телерадиовещания, Светлана Ивановна Белорусова, которая сейчас также занимает высокий пост и работает в городе Москва. И, наверное, те люди, которые были с ними рядом, единомышленники, они тоже занимают определенные позиции в обществе и тем самым помогают обществу в целом. Конечно, может быть, не совсем к вам вопрос, скорее всего, может быть, к тем людям, которых вы обозначили. Изменения какие? Как изменилась молодежь, финно-угорская молодежь?
Вы можете Даже это сказать? за последние годы можно заметить, что молодежь не только стала заниматься, как в последнее время пытаются как-то укорить финно-угорское движение, что это песенно-плясовой такой характер, Фестивальный это. фестивальный характер, да, на сегодня. И мне хочется сказать, что молодежь активно взялась за защиту именно коренных народов с юридической точки зрения, с общественной точки зрения, как, например, Алексей Цикарев, экс-президент МАФУН, документально пытается продвинуть наши народы в ООН и так далее. То есть вот именно сейчас мы занимаемся поддержкой коренных народов с точки зрения юридической поддержки. И это тоже очень важно. То есть это не только песенный, танцевальный характер, но и язык в том числе мы не оставляем в стороне, потому что очень много наших проектов нацелены именно на популяризацию языков. Вот, например, наша совместная акция «Таны Чорни там Комин», здесь говорят по коми, который мы организовали совместно с финской молодежью, с обществом Сукукансуинустават, друзья родственных народов. И теперь эта акция уже работает и в других регионах. Сейчас на форуме «Фурор» мы раздали вот такие значки. Я разговариваю на своем родном языке, на макшанском, ирзианском, удмуртском, делегатам этого форума. И сейчас я думаю, что в каждом регионе молодежь подключится к этой акции, и в каждом регионе молодежь, и не только молодежь, но у нас, например, и лидер национального движения Коми Войтер тоже ходит со значком «Мещернита Комин», я говорю по коми. И это, конечно, небольшие акции, но в последний год Союз Коми молодежи МИ очень много работал на межрегиональном и на международном уровне. То есть мы попытались показать нашим коллегам, нашим собратьям, показать себя и посмотреть на них. И поэтому это очень важно, и МИ занимает достаточно твердую позицию в финно-угорском молодежном сообществе. В следующий год чем порадуете? В следующем году мы хотим поработать над объединением нашей коми-молодежи и в других регионах, где дисперсно проживают коми-народы, это и Мурманская область, Ханты-Мансийск, и другие регионы, и поработать с той молодежью, которая живет там, как у них получается продвигать свой язык у себя на местах, ну и, конечно же, подтянуть наши районы. Спасибо, Яна, за интересную беседу. Спасибо, Андрей. Мещия став финугор Войтерлы, зумут подувлун, Джонвичалун, Радичем, Меттиян Войтер яслан, да его нас, и мука двоясен, ставуслас, лючки ладно, Меттиян Войтер яс олысны и чернитысны, асланы сковесен, ставурсы. Спасибо, Яна. Это было мнение Яны Сажиной, председателя Союза Коми молодежи МИ.